Отделение торакальной хирургии открыли совсем недавно, но за это время они провели уже более 120 операций. Это лучший показатель среди других регионов нашей страны. Самые распространенные болезненные процессы, при которых вмешательство необходимо, это туберкулез, злокачественная опухоль легкого, нагноительные недуги, а также киста. У нас есть компьютерная томография, у нас есть бронхоскопия, эндоскопия. Есть в нашем арсенале врачи всех специальностей, касающиеся легких. С появлением фтизиопульмонологического центра с торакальной хирургией на базе туберкулезного диспансера высококвалифицированную медицинскую помощь в этом живописном месте получают не только больные туберкулезом, но и другие пациенты с патологией легких. Ранее возможности оказать такую помощь больным у ингушских врачей не было. За оперативным вмешательством пациентам приходилось выезжать за пределы республики. В новом республиканском центре фтизиопульмонологии, который еще недавно назывался противотуберкулезным диспансером, уже успешно борются с таким недугом, как онкология. Идея у нас, в принципе, возникла уже давно, но была некоторая нехватка медицинского оборудования, кадрового состава. И с временем при помощи руководства республики у нас получилось дооснастить вот этот центр фтизиопульмонологии, обучить соответствующие кадры. Этот день войдет в историю ингушского здравоохранения. Первые шаги на пути к освоению новых горизонтов в пульмонологии нашими врачами уже сделаны. Несмотря на то, что официально Центр фтизиопульмонологии открылся только в марте этого года, работу в этом направлении здесь ведут уже больше года. Причем, если вначале врачи проводили операции на легкие только больным туберкулезом, то сейчас они успешно оперируют любых пациентов с легочной патологией. У нас появилась еще одна палата интенсивной терапии. Совместно это реанимационное отделение у нас на 6 коек. То есть мы разделили две палаты на больных послеоперационных туберкулезных больных и палата для больных с неспецифическими болезнями. Результаты успешного оперативного вмешательства налицо. Довольные пациенты делятся ощущениями после операции. Али Измайлов признается, буквально за пару дней улучшилось не только его здоровье, но и поменялось отношение к жизни. Теперь он может дышать легко, не то что раньше. Давило на ребро. Пятнышко обнаружили, когда я сделал рентген. И вот с этого началось мое лечение. Есть шанс хорошо все прооперировать. Вчера несколько операций делали, месяц назад тоже делали. Я их видел, они абсолютно здоровые, довольные ходят. Вчера оперировали 4 часа. Операция прошла отлично. Я очень благодарна этим врачам. Когда я стою, переворачиваю, конечно, больно бывает, но все равно можно перетерпеть. Я очень рада, что мне здесь это сделали, чтобы уехать. Врачи хорошие, медсестры. Здесь воздух чище и стены родные. Уже второй год ингушские пациенты получают высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы республики. Несмотря на большой багаж знаний и огромную работу, проделанную по освоению новой отрасли здравоохранения, врачи-фтизиатры готовы покорять в этой сфере все новые вершины. Результаты более чем положительные по сравнению со статистическими данными по России. Если сравнивать, да, то и пациенты есть благодарные, довольные, которые ушли от нас после операции, возвращаются на контрольное обследование. Многих встречаешь на улице, которых ничего не беспокоит, никаких проблем нету с легкими, живут они довольно-таки полноценной жизнью. Отныне стены этого учреждения будут посещать больные не только со всей республики, но и других регионов. Поэтому вместе с открытием Центра фтизиопульмонологии у ингушских фтизиатров появились не только новые возможности, но и задачи, к решению которых каждый из медиков должен отнестись со всей ответственностью. Ферида Миржоева, Мадина Пугоева, Амина Бокова. Новости 24.